День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Объединение усилий ради будущих поколений. В Петербурге завершился ПМФ-2023. Расскажем, какие соглашения заключила делегация республики. Режим повышенной готовности. В акватории реки Лены продолжается мониторинг после разлива нефтепродуктов с танкера. В Якутске в аварийном доме в районе птицефабрики живет мать со своим сыном-инвалидом. Они вынуждены оставаться там, пока им не выдадут жилье. В проблеме разбирался и наш корреспондент. Более 70 бездомных приняли участие в благотворительной акции «Путь к дому». С нуждающими встретилась и наша съемочная группа. Якутские сериалы, мультики и интерактив. НВК «Саха» запустила новое мобильное приложение. На этой неделе в северной столице завершился ПМФ-2023. Главной темой этого года – поиск новых возможностей для сотрудничества в многополярном мире. Выстраивание взаимовыгодной кооперации, эффективной логистики, обеспечение технологического и финансового суверенитета, снижение неравенства и бедности. Участники и гости форума в условиях формирования нового многополярного мироустройства обсудили ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики. Президент России Владимир Путин в своем приветственном слове подчеркнул, что именно объединение усилий российского бизнес-сообщества позволило многое сделать для преодоления тяжелых последствий нелегитимных антироссийских санкций. К 30 году уровень минимального размера оплаты труда в нашей стране должен вырасти вдвое. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Помимо этого, президент напомнил, что в России продолжают индексировать МРОТ, причем опережающими темпами, увеличивать его отрыв от прожиточного минимума. Добавлю, что в январе этого года МРОТ вырос на 6,3% до 16 242 рублей в месяц. С 1 января следующего года будет проведена его индексация на 18,5%. Это намного выше темпов инфляции и темпов роста зарплат по стране. Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 миллионов человек. Если быть более точным, 4,8 миллиона. А к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое. Президент обратил внимание и на то, что многие социальные пособия привязаны к доходу человека. И если он даже незначительно увеличивается, то выплаты прекращаются. Господдержка сегодня должна служить подспорьем, а не заменой зарплаты. Владимир Путин предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия. При этом выплаты не должны зависеть от того, увеличился доход семьи или нет. Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие. И нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы. В России необходимо обеспечить опережающий рост доходов граждан. Экономика страны должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом заявил президент в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, воплощение экономического роста сегодня состоит в повышении уровня благосостояния людей. Президент отметил, что надеется в этой сфере на проявление социальной ответственности собственниками компаний. Относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в 4-м квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю. Очевидно, что это также поддерживает спрос, а значит внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия в регионах на местах.
Уровень бедности в России сокращается. В 2022 году из черты бедности вышли 1,7 миллионов человек, заявил на ПМФ президент Владимир Путин. По его словам, доходы наименее обеспеченных граждан за прошлый год выросли примерно на 30%. Власти должны продолжить курс на сокращение бедности и неравенства, добавил глава государства. Напомню, Росстат в мае сообщил, что в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 миллиона россиян. Доля малоимущих опустилась ниже 10% населения впервые в истории Российской Федерации. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть вот на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%. Ну, конечно, здесь каждый процент имеет значение, это совершенно очевидно. И даже вот эти положительные тенденции, о которых я сказал, они тоже в практическом измерении, может быть, не так значимы, особенно для тех людей, которые только-только перебрались через эту черту. Их доходы все-таки слишком низкие. Якутия вошла в топ-5 рейтинга регионов страны по инвестиционному климату в направлении регуляторная среда. Об этом заявили на полях Петербургского международного экономического форума. Вместе с нашей республикой место в ведущей пятерке также заняли Москва, Московская, Сахалинская и Тульская области. Ну а в общем национальном рейтинге регионов Якутия вышла на 15-ю позицию. Это еще раз подтверждает, что по условиям для инвестиций предпринимательства республика за 5 лет перешла в устойчивую лидерскую группу. В целом национальный рейтинг, он делится на 4 группы показателей. И вот такая основная группа показателей, на которую мы в прошлом году уделяли особое внимание, была связана именно с регуляторной средой. И, конечно же, мы очень рады, что попали в топ-5, заняли 5-е место среди всех субъектов Российской Федерации, в которых улучшаются именно государственные услуги и услуги ресурсоснабжающих организаций. Это именно то, на что мы можем воздействовать, да, как правительство, как регион. На полях Петербургского международного экономического форума подписано 12 соглашений, направленных на социально-экономическое развитие республики. Общая сумма инвестиций составит почти 93 миллиарда рублей. Глава республики подчеркнул, что для развития социально-экономической сферы региона форум прошел успешно. Айсен Николаев особо выделил соглашение с ПАО «Туполев» о приобретении до 30 года 12 самолетов Ту-214 для авиакомпании «Якутия». Также было подписано важное соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Огромный интерес к Якутии сегодня проявляют Индия, Китай и Казахстан. С представителями этих стран намечены дальнейшие пути по увеличению товарооборота. Заключено большое количество соглашений самых разных. И хотел бы, например, отметить вот тоже соглашение с корпорацией Туполев. Очень важным, я считаю, соглашение, которое мы сегодня уже подписали и объявили с Германом Грефом о том, что в начале сентября уже в Якутии, в Якутске откроется 5-я в стране школа 21, школа, которая готовит IT-специалистов. Подписаны ряд таких тоже важных соглашений с государственной транспортной лизинговой компанией и с ГЛОНАССом. Проведены большое количество переговоров с ведущими корпорациями. Мы видим, что Питерский форум стал таким местом, где обсуждаются многие как раз внутренние экономические вопросы. И уверен, что те решения, которые сейчас приняты и будут потом приняты уже по итогам форума, конечно, позволят стране развиваться в правильном направлении более быстрыми темпами. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В понедельник на реке Лени в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 Ерофей Хабаров, перевозивший 832 тонны бензина.
В результате столкновения была повреждена емкость с бензином, часть топлива попала в реку. Подробности аварии и о том, как ликвидируют ее последствия, расскажет Марфирина Алексеева. 12 июня в 22:45 часов по местному времени на реке Лена возле поселка Алексеевск Иркутской области произошел навал теплохода Ерофей Хабаров Ленского речного пароходства на теплоход ТР-901 Алексеевской ремонтно-эксплуатационной базы, в результате чего был поврежден правый кормовой грузовой танк, в котором находилось 182 тонны бензина АИ-92. В Иркутске введен режим ЧС, в Якутии режим повышенной готовности. Получали информацию с коллег Иркутской области, где в населенных пунктах, где произошел у нас разлив, в Воронежском было превышение 3,8, а село Салтыковка 27 раз. И 4,8 это в населенном пункте Алымовка. При этом в последних пробах, то есть за этот день полученные пробы уже соответствуют ПДК. Объем разлива бензина на сегодня неизвестен. Теплоход должен прибыть до точки разгрузки ГСМ в поселок Передуй. Там же будет установлен точный объем потерь. Высокая температура действительно способствует улетучиванию бензина, но, как вы можете заметить, на протяжении последних дней у нас в Якутии сильный ветер и довольно-таки низкие температуры, что играет не в нашу пользу. Учитывая русло реки, рельеф местности и течение, загрязненная вода до Якутии доходит уже примерно сегодня-завтра. Сотрудники Роспотребнадзора 2 раза в сутки берут пробу воды, и на сегодняшний день никаких загрязнений пока не выявлено. Как говорят экологи, учитывая все погодные условия, загрязнение будет составлять 10% от общего разлива нефтепродуктов. Вот бензин, нефтепродукты, которые разлились, они будут смешиваться с водой, естественно, влиять на химический состав воды. Если вот эта большая пленка попадет, не то что попадет, а приблизится к береговой линии, то пострадает и околоводная растительность, и молоть рыбы и так далее. Но надо говорить о том, что и загрязнение воздуха. Наша республика должна быть готова все равно, потому что у Лены нет административных границ. Усилен мониторинг воды и утвержден график последующих заборов управлением Роспотребнадзора. Отобрано 36 проб воды. По результатам проб от 13, 14 и 15 июня превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено. Метод исследования флюорометрический – это когда химическими веществами из пробы воды извлекаются нефтепродукты и высчитывается их концентрация. В целом все надзорные органы приведены в повышенную готовность. Есть соответствующие требования якутской природоохраны и прокуратуры в адрес всех природоохранных надзорных органов для принятия всех исчерпывающих мер. Пароход, конечно, подтвердит, какой факт, сколько у нас было недостаточно. Мы будем отвечать, будем платить за экологию. Там все у нас, все расценки, все есть. Правительством республики осуществляется взаимодействие с правительством Иркутской области. Марфирина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. В аэропорту Якутска завершили промежуточный этап реконструкции ВПП. С 16 июня рабочая длина полосы увеличилась до 1800 метров, что позволит принимать среднемагистральные самолеты. О том, что изменится в работе главной воздушной гавани Якутии, в материале Галины Чкуровой. В ночь с 15 на 16 июня завершилась реконструкция первого этапа взлетно-посадочной полосы. На данный момент полоса составляет 1800 метров. Отмечу, что с окончанием работы первого этапа сразу же параллельно началась работа по второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая планируется закончить уже 15 августа. Второй этап реконструкции полосы порта будет более трудоемким и охватит оставшийся участок длиной 1625 метров. Еще некоторое время займет установка нового светосигнального оборудования и сертификация аэродрома. Росттрансмодернизация является государственным заказчиком, выполняющим работы на реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Якутск. Работа производится в рамках комплексного проекта программы расширения и развития магистральной инфраструктуры. Конечно, хотелось бы отметить, что Росттрансмодернизация совместно с представителями строительного контроля особое внимание уделяется качеству производимых работ, ведется ежедневно мониторинг набора прочности бетона.
Увеличение взлетно-посадочной полосы позволяет принимать среднемагистральные воздушные суда. Так, авиакомпания S7 продолжит летать в Новосибирск, в Иркутск и Владивосток. Авиакомпания Якутия продолжит выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой в аэропорту Нижневартовск, в Санкт-Петербург с посадкой в Екатеринбурге, в Сочи и минеральные воды через Москву. Возобновятся рейсы в города Сибири и Дальнего Востока. А с 17 июня к полетам в Екатеринбург до 4 рейсов в неделю приступит авиакомпания «Уральские авиалинии». Ключевой момент вот данной длины взлетно-посадочной полосы заключается в том, что она как раз позволяет принимать воздушные суда типа Б-200, которые мы, возможно, будем использовать для тушения пожаров. Также хотелось бы добавить, что авиакомпания «Якутия» с 22 июня возобновляет международный рейс в Харбин на сухом Суперджет-100, что тоже, в общем-то, дает нашим пассажирам возможность слетать на курорты в это летнее время. Ремонт полосы, несмотря на положительные показатели, большие трудности доставил для вылетающих и прилетающих в Якутск. Так, жительница столицы региона Анна Стручкова очень часто вылетает в командировку в другие регионы страны. Я считаю, что для неудобства были, конечно же, цены. Цены увеличились. И, например, до Москвы, чтобы долететь, мы летим пересадкой, и время полета у нас достаточно уже длинный. Не 7 часов, а уже 10 часов где-то примерно. Окончание ремонта, конечно же, нам даст улучшиться характеристика взлетно-посадочной полосы. Таким образом, у нас больше авиакомпаний будут, таким образом у нас цены упадут, то есть у нас конкуренция будет. И ожидаем, что зимой по метеоусловиям задержек меньше станет и больше международных рейсов ждем. Планируется, что к осени этого года реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск будет полностью завершена. Полная длина полосы составит 3600 метров. А в эксплуатацию будет введена осенью текущего года после получения необходимых сертификатов. Галина Чекурова, Владимир Павлов, Якутск. Перейдем к другим темам. В Якутске продолжается обучение операторов беспилотных летательных аппаратов. Количество желающих пройти курсы только увеличивается. Причем с потеплением практические занятия для курсантов проводятся на поле. Инструкторы с каждым разом усовершенствуют образовательную программу. Так, недавно местные предприниматели предоставили им современное оборудование для отработки приобретенных навыков. Подробнее об оборудовании в комментариях старшего инструктора Центра подготовки операторов БПЛА. Это радары-детекторы и радар-подавитель. Вот, как раз используя в учебной части именно это оборудование, мы могли бы обучать наших курсантов именно как овладевать дополнительными знаниями, чтобы преодолевать или осуществлять противодействие именно таким системам, которые находятся у противника в достаточном количестве, к сожалению, на сегодня. Мы хотели бы, конечно, чтобы такое аналогичное оборудование было в нашем учебном центре. Так что надеемся, что так и будет. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» работает в республике с 30 мая. Его основная задача – персональное социальное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов их семей, погибших военнослужащих. Тему продолжит Мария Кардашевская. Все ведомства, предоставляющие услуги, в том числе и государственные, в одном месте. Здесь помогут найти работу, восстановить документы, получить образование и устроить детей в детский лагерь. Здравствуйте. Здравствуйте. Государственный фонд «Защитники Отечества» начал свою работу 2 недели назад. За это время сюда обратилось уже более 200 человек с разными проблемами. Социальные координаторы берутся за решение вопросов каждого обратившегося. Работа социального координатора ведется в принципе единого окна. Это значит все вопросы, проблемные вопросы и все, что возникающие вопросы решаются на месте. Например, есть случаи, когда родственники тех, кто сейчас находится на передовой, выполняет задачи в интересах нашей страны, обращаются за помощью в поисках работы. Сами они с районов и переезжают в город, им бы хотелось найти какую-то более-менее престижную работу, например. То, что предлагает Центр занятости, допустим, их не устраивает, и мы, проявляя личную заинтересованность, это одна из основных частей нашей работы, пытаемся им в этом помочь. Здесь любого линейки с бутылками. 4 метра. Ага. Когда я данные сейчас внесу. Социальные координаторы направляют ветеранов и членов их семей на прием в соответствующие ведомства. И все это не выходя из одного здания.
Работает служба занятости Республики Саха-Якутия, представлен многофункциональный центр Республики Саха-Якутия. И работают от органов исполнительной власти представители Министерства образования, Министерства здравоохранения, МС. Ну и самое главное, это управление соцзащиты города Якутска, тоже представлено в социальном МФЦ и работает на нашей площадке. Кроме этого, в Госфонде работает демонстрационная комната, где покажут и расскажут, как пользоваться техническими средствами реабилитации. Филиалы Государственного фонда работают не только в Якутске, но и в 9 крупных районах республики. И в каждом из них рады помочь тем, кто с честью отслужил Отечеству. Мария Кардашевская, Джилусталь Иннокентьев, Якутск. На этой неделе в кадетской школе-интернате поселка Чернышевский Мирнинского района состоялось открытие военно-патриотического лагеря «Честь имею». Подробности в следующем материале. В военно-патриотическом лагере «Честь имею» в этом году находится 45 ребят из населенных пунктов Мирнинского района, из которых 9 девочек. Лагерь будет работать 14 дней. В нем инструкторами работают представители военно-патриотического центра «Вымпел». Подобные смены проводятся уже больше 20 лет. Давным-давно это все зародилось. Это благодаря одному из основателей данного движения, данного центра, военно-патриотического центра «Вымпел». Это Амельченко Святослав Дмитриевич. Первые дни в этом лагере мне очень сильно понравились, потому что было очень интересно спать в палатках. Вот первый раз было очень интересно спать в палатках. Лагерь представляет собой максимально насыщенный курс военно-прикладных теоретических занятий и мероприятий различной направленности, чередующих физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков и юношества. Нас в первый же день поселили в спортзале, потому что было очень холодно. За нас заботятся, боятся. Кормим тут просто отлично, очень вкусно, спим хорошо, очень весело и нет такого лишнего времени, чтобы мы ничем не занимались. Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие молодого человека. Поэтому работа по патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. Анна Васильева, Мирный. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В Якутске в аварийном доме в районе птицефабрики живет мать со своим сыном-инвалидом. Они вынуждены оставаться там, пока им не выдадут жилье, а остальные жители дома в это время переехали. В ситуации разбиралась Лена Андреева. Весной этого года после сильного снегопада снесло половину крыши многоквартирного дома по адресу Студенческая, 1. Этот многоквартирный деревянный дом был построен еще в конце 30-х годов 20 века в районе птицефабрики города Якутска. Екатерина Новгородова несколько раз обращалась в прокуратуру с просьбой выделить деньги хотя бы на ремонт. Однако ответ не приходит вот уже в течение нескольких лет. Когда вот снег сильно шел, да, потом, наверное, в конце весны, наверное, крыша рухнула здорово. Такой грохот был сильный. Страшный грохот был, обрушилась крыша. Когда или снег сошел весной, в конце весны, или как-то там. Ну что не делать, здесь сколько лет уже живу уже. Ну, чего-то еще, чего. Только и живу. Предлагают на Магане, как там. Сын инвалид, там, все дорого, автобусы там очень дорого, наверное, очень. Там, наверное, еще хуже, чем наш барак. Здесь все-таки рядом, я здесь подметаю. Сын маленечко подхалтуривает, инвалид Коля. Наша редакция обратилась в службу эксплуатации городского хозяйства города Якутска, где нам сообщили, что уже идет подготовка к аварийно-восстановительной работе. Так, по Студенческой, дом 1. Дом принят в эксплуатацию в 1938 году. По данным МКО ДЖО,
В данной квартире имеется 4 квартиры, из них 1 в собственности, 3 остальные в муниципальной собственности. Также по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено произвести аварийно-восстановительные работы по полной замене мауэрлата и кровли со стропилами. На данный момент готовится документация по проведению аварийно-восстановительных работ. Согласно проекту соглашения, получается, и техническому заданию, окончание работ 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Прокуратурой города Якутска проведена проверка, и действительно многоквартирный дом, где проживает Екатерина Новгородова, по адресу Студенческая, 1, признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения граждан установлен до конца 2025 года и в республиканскую программу переселения не включен. Прокуратурой города в интересах гражданина в суд предъявлено исковое заявление к окружной администрации о возложении обязанности предоставить заявителю вне очереди жилое помещение муниципального жилого фонда по договору социального найма площадью не менее ранее занимаемого, отвечающее действующим санитарным нормам и степени благоустройства в городе Якутске. С 2005 года, то есть на протяжении 18 лет, жители этого дома ждут переселения. Многие побоялись за свою жизнь, поэтому переехали, ведь в любой момент крыша может упасть. Остались те, кому действительно негде жить. Будем следить за развитием событий. Лена Андреева, Владимир Павлов, Семен Афанасьев, Якутск. Более 70 якутян, попавших в трудную жизненную ситуацию, приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Путь к дому». Нуждающиеся прошли медосмотр, получили помощь психологов, восстановили документы и устроились в реабилитационные центры. Поддержку им оказала и наш корреспондент Мария Кардашевская. Люди без определенного места жительства, бывшие заключенные и люди, страдающие алкоголизмом. Все они нуждаются в поддержке общества. Именно из таких побуждений в Якутске уже 11-й раз за почти 4 года проводится акция «Путь к дому». Именно те, кто желает вернуться в нормальную жизнь, у нас по итогам 10 этапов акции, сегодня 11-й этап, уже обратились более 800 человек, и более 90 вернулись домой. Поэтому, если кто родные увидят своих близких, родных, не будьте равнодушными и помогите своим родным и близким. Очень важным в этом деле является слаженная работа всех структур. И все они, как один, встали на борьбу за возвращение людей в социум. Сотрудники правоохранительных органов, реабилитационных центров, а также врачи из года в год помогают им восстановить документы, пройти необходимое медицинское обследование, поступить на лечение в реабилитационный центр или при желании поступить на военную службу по контракту. В рамках акции мы в среднем восстанавливаем паспорта, помогаем по восстановлению 10 гражданам. Стараемся восстановить в ускоренном порядке. И также вне акции помогаем в обязательном порядке. По статистике, не единичный случай, когда осужденные возвращаются в места лишения свободы. Поэтому создается служба пробации, которая будет заниматься не только надзором за теми, кто освободился из мест лишения свободы, а также оказывать им социальную помощь совместно во взаимодействии с институтами гражданского сообщества и общественными организациями, что впоследствии позволит сократить рецидив. И именно поэтому мы участвуем в этой акции. В акции также участвует бывший пациент реабилитационного центра Евгений Росляков. В 2015 году он обратился за помощью после того, как от него ушла жена. После почти 2 лет реабилитации он стал новым человеком. Наш герой признается, что этот момент стал для него вторым днем рождения. Теперь он и сам работает в реабилитационном центре и помогает тем, кто заблудился в жизни. Обучился, ездил в Москву тоже на повышение квалификации по социальной работе. В этом году поступаю в колледж технологий дизайна на социального специалиста по социальной работе тоже. 8 лет у меня уже ремиссия стойкая, так что я убежден, с каждым годом все лучше и лучше становится. То, что было до, это там короткие моменты трезвости. Это не жизнь, так, существование просто. А сейчас, сейчас жизнь, я скажу, что сейчас жизнь. Я родился заново 8 лет назад только. Только за один день сюда обратилось более 60 человек. 7 из них решили начать новую жизнь с лечения в наркологическом диспансере. Еще 11 уехали прямо отсюда в реабилитационные центры. А 5 стали полноценными гражданами общества, получив новые паспорта. Поздравляю с получением паспорта.
Спасибо вам. Этот паспорт, надеюсь, тебе поможет. Спасибо. Мы обратились в Республиканский комплексный центр социального обслуживания, который принял к себе 6 участников акции. Сотрудники отделения социальной адаптации «Терях» оказывают своим подопечным всю необходимую помощь от ночлега и питания до трудоустройства и оформления инвалидности. Конечно, хорошо. Я даже благодарен, что вот такое есть. Отношение к людям, поддержка какая-то. Скажу так, что я как бы воскрес, можно так сказать. Помогли прийти, еще раз попробовать встать на ноги. Надеюсь. Надежда, как говорится, умирает последней. Так акция «Путь к дому» из года в год помогает и продолжит помогать тем, кто ищет новую дорогу в жизни и готов встать на путь трезвости раз и навсегда. Ведь начать новую, полную ярких красок жизнь никогда не поздно. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. В Якутии озвучили имена 12 100-бальников ЕГЭ по русскому языку. Это на 5 человек больше, чем в прошлом году. В качестве премии эти учащиеся и их учителя получат по 100 тысяч рублей. Ирина Жданова встретилась с выпускниками и узнала подробности. Наивысший результат на ЕГЭ по русскому языку в Нерюнгри получили 3 человека. Причем Мария Савкина и Илья Манохин стали дважды 100-бальниками. Так, Мария ранее получила 100 баллов на экзамене по литературе, а Илья – по химии. Особое внимание при подготовке Илья Манохин уделил профильным предметам. В школе он дополнительно после уроков занимался с преподавателями, посещал все консультации и дома самостоятельно прорешивал в интернете варианты ЕГЭ. Я хочу поступить в Санкт-Петербург, в военную медицинскую академию имени Кирова. Я хочу стать военным врачом и хочу помогать людям, лечить их, спасать. Мария еще окончательно не решила, кем хочет стать в будущем, но предпочтение отдает такому направлению, как клиническая психология, потому что хочет делать мир лучше и помогать людям. Помимо учебы я занимаюсь творчеством, мне нравится фотография, мне нравится рисование, но основная моя деятельность – это то, что я пишу прозу, стихи. Я живу этим. Маша хорошо училась с 1 класса, и все учителя отмечают, что она способная, трудолюбивая и эрудированная ученица. Мария – необыкновенная девушка. Я восхищаюсь ей по той причине, что у нее есть особый талант. Она умеет не просто всматриваться в слова. Я говорю: Маша, ты умеешь всматриваться в буквы. Настолько она тонко чувствует мысли, настолько она чувствует переливы, и это ее какая-то особенность души. В этом году нерюнгринские школьники показывают достойные результаты по всем предметам. Сами 100-бальники говорят, что главное – захотеть, а достичь можно многого. В целом организация единого государственного экзамена удовлетворяет всех, и если возникают какие-то проблемы, то они решаются. Я надеюсь, что результаты будут в соответствии с заявленными возможностями детей. Кто старался, кто хотел достичь результата, тот его достиг. За наивысший результат в едином государственном экзамене установлена выплата в размере 100 тысяч рублей. В этом году выплаты продолжатся, а также будут награждены преподаватели лучших выпускников. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Алданская земля одной из первых встретила ССХ. В этом году праздник прошел в День России. Многообразие культур многонационального района было раскрыто под официальным символом государства. Об атмосфере празднования, традициях, единении и духовно-нравственных богатствах народа Асаха наш следующий материал. Жительница села Хатыстыр Лариса Гермогенова, знатная рукодельница. О выделке шкуры оленя и особенностях жильной нити Лариса Давыдовна знает практически все. Мастерство она стремится передать молодежи, а орнамент у каждой искусницы свой. Узоры могут не только рассказать о хозяйке, ее доме и семье, но и уберечь близких от злых сил. Вот, например, я мужу шила. Вот эта оторочка вот с белым мехом означает, что вот оберег от плохого, как забор считается, чтобы к нему ничего вот не приставало, оберег. И вот это вот белый мех, это день, черный, коричневый, ночь, день, ночь, чтобы у меня муж долго жил, чтобы у него много-много впереди дней и ночей было, долголетия желаю.
Лариса Давыдовна представила лишь часть своей коллекции на празднике Исых. В День России жители Алданской земли встретили якутское лето. Совпадение праздников стало не случайным. Алданский район многонациональный, и на народных гуляниях раскрывается гармония красоты и великолепия множества культур. Уру Яйхал от якутского моего народа. Наш город Алдан считается самым таким дружным. Почему? Потому что у нас живет очень много национальностей, и каждый знает свою культуру, и это нас всех объединяет, и мы поэтому живем очень дружно. На площадке Сывыки всеми красками играли таланты, коими богата северная земля. Кружились хороводы и танцы, не стихали переливы песен, сказания сплетались со звуками хамуса. На торжественном открытии праздника состоялась церемония награждения жителей, чьи достижения и успехи стали особенно значимыми. После официальной части праздника взрослые и дети могли попробовать силы в разных конкурсах. Впечатления, эмоции самые приятные, самые радостные. Это очень такой семейный, дружный праздник, который нас, наверное, сплотил всех. Почетными гостями праздника стали жители Мегино-Кангаласского улуса. В этом году дружбе промышленного и сельскохозяйственного районов исполняется 55 лет. И из года в год традиции товарищества и единения крепнут. Мы очень этим дорожим. И за это время было реализовано немало проектов, которые дали нам толчок к развитию. И надеюсь, что наша дружба еще будет развиваться. Исых для жителей района остается одним из любимых праздников. Встреча якутского лета на Алданской земле вновь даровала каждому гостю возможность прикоснуться к традициям, стать участником национальных обрядов и почерпнуть духовно-нравственные богатства народа Саха. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В Якутске в районе автовокзала уложат тротуары из переработанных пластиковых отходов. В республике изделия из полимер-песчаного вторсырья производит якутская экологическая компания. Подробнее о производстве плитки, а также о том, где в столице можно сдать отсортированные отходы в нашем следующем материале. Пластиковые бутылки, упаковки, пакеты в лучшем случае отправляются на мусоперерабатывающие заводы. В худшем выбрасываются на свалки, улицы и водоемы. Есть более рациональный способ использовать пластиковые отходы. Например, изготавливать из них уличную мебель, тротуарные плитки и бордюры. В качестве основного сырья выступают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и песок. Сырье сортируют, затем отправляют в камеру. Пластик под воздействием высоких температур перемешивается в однородную массу. Полученная смесь поступает в специальные формы. Мы зимой проводили эксперименты на скользкость, на прочность. Плитка показала себя достаточно хорошо. Проблем с ней никаких не возникло. Даже превзошла мои ожидания, так сказать. Есть один нюанс, что плитку необходимо укладывать через технологический зазор от 2 до 3 мм, потому что пластик имеет расширение температурное, это летом происходит, и иначе из-за этого могут возникнуть проблемы, плитка начинает дыбить. Кстати, это один из, наверное, самых популярных возражений, которые мы постоянно отрабатываем с нашими клиентами. В Якутске сдать пластик, картон, алюминиевые банки и пакеты можно в эко-станцию по адресу Вилюйский тракт, 3-й километр. Также по городу расставлено около 80 пунктов раздельного сбора отходов. Кюней Федотова занимается сортировкой мусора на протяжении 5 лет. Экологические навыки прививает своей дочери. Пример их осознанного потребления распространился уже далеко за пределы дома. Несколько лет тому назад появились вот такие вот пункты рядом с домом. На 203-м, по-моему, 3 таких пункта. И мы сдаем обычно здесь, который находится ближе от нашего дома. Помимо бутылок мы сдаем здесь картон. Еще, доча, покажи крышки. Дочка непосредственно принимает участие в раздельном сборе мусора. И вот так вот мы собираем крышечки. Сдаем мы их в библиотеке. И батарейки. Доча, покажи батарейки. И также хочу воспользоваться когда-нибудь услугой экотакси. Слышала, что люди пользуются.
Услуга экотакси оказалась востребованной среди горожан и жителей близлежащих населенных пунктов. Служба удобна тем, что принимает еще и сложные фракции. Это такие отходы, как пластиковые карты, ручки, фломастеры, блистеры от лекарств и батарейки. К сожалению, такие отходы в Якутске не перерабатывают и не принимают. Поэтому компания направляет их в Москву. Собираем данные, это адрес, объем вторсырья и время, когда удобно будет заказчику принять курьера. Мы приезжаем, поднимаемся прямо до двери, да, забираем. У нас есть специальные такие сумки, которые... 2 сумки Икея, они примерно где-то 40 литров объемом. Набиваем их вторсырьем и вывозим. Услуга наша стоит 390 рублей. Столица республики уверенно шагает в сторону чистого и безотходного будущего. В городе активно проводятся экофестивали, так называемые гаражки, акции. А в образовательных учреждениях все чаще устанавливаются пункты раздельного сбора. Марфелина Алексеева, Джулустан Накентьев, Владимир Павлов, Якутск. Рабочая группа во главе с первым вице-премьером Якутии Дмитрием Садовниковым приняла участие в объезде по объектам, задействованных в проведении 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». На сегодняшний день все спортивные объекты города Якутска выполняют все предписания надзорных органов, ведутся работы по устранению замечаний. Готовность объектов проверила Елена Андреева. Буквально через год состоятся спортивные игры «Дети Азии». И уже идет полная подготовка по безопасности объектов, которые будут задействованы во время игр. И сегодня во время объезда будут представлены всего 6 объектов. Задача стоит, чтобы все объекты были готовы к играм. Это в первую очередь это по Госпошнадзору, то есть по пожарной безопасности, соответственно, да, и также по безопасности именно по антитеррору. Но основные вот 2 направления, ну и остальные, которые сопутствующие, тоже есть требования. И все, вот, которые есть требования, мы должны это все устранить и уже подготовить. Всего планируется задействовать 16 объектов, но сегодня рабочая группа по безопасности проверила следующие объекты: плавательный бассейн «Чолбон», Центр спортивной подготовки «Триумф», Атриум СВФУ, Якутский индустриальный колледж, спортивный комплекс «Дохсун» и Якутская городская национальная гимназия. Ремонты, работы идут. Уже с сегодняшнего дня контракт подписали, подрядчики уже начинают работать. У нас подрядчики опытные, поэтому мы надеемся, что хорошо делают. Они тоже дают гарантии, сроки, качества. А мы будем ежедневно конкретно контролировать. В этом году отопление – это первоочередно, потому что летние работы, газоснабжение, вентиляцию мы в следующем году планируем. Ну и косметические ремонты. Это у нас столовой, зала борьбы, зал боксов, раздевалки, ну и беговую дорожку. Потому что у нас здесь дети Азии пройдут в основном единоборство. Предписания с надзорными органами выданы полностью. И сегодня ведется работа по их устранению. И надо признать, что предписания, слава богу, не такие уж существенные. Но между тем есть некоторые, которые капиталоемкие и точечно. Сегодня руководством учреждений ставится вопрос по финансированию, и мы ставим задачу, чтобы эта работа была завершена к 1 июля. Руководители спортивных объектов тщательно готовятся к предстоящему грандиозному спортивному событию. Они гарантируют, что предписания надзорных органов будут выполнены в установленный срок. Лена Андреева, Георгий Григорьев, Якутск. НВК «Саха» запустила абсолютно новое мобильное приложение. Теперь все медиапроекты от якутских сериалов до мультиков, от новостных программ и прямых трансляций до радио, подкастов и музыки собраны в одном мобильном приложении. О том, что еще нового ожидает в приложении якутского зрителя, расскажет Мария Кардашевская. Посмотреть любимую передачу или фильм в любое удобное для вас время и в любом удобном месте теперь возможно. Для этого достаточно войти в приложение НВК, нажать на иконку передачи и выбрать любую. Список передач и фильмов будет пополняться. Мы с уверенностью можем сказать, что более 100 тысяч человек смотрят наши телеканалы через наше приложение. И не только у нас в республике, не только в России, и за пределами нашей страны. Ну и было решено обязательно нашей компании, что надо приложение обновить. Приложение должно стать еще более удобным для наших пользователей. Ну и, естественно, мы собрали все приложения, которые у нас были в одно приложение, и добавили очень много нового, интересного. И думаю, что наши телезрители оценят.
В новом приложении каждый пользователь найдет себе контент по душе. Оставаться всегда в курсе событий поможет лента новостей и прямые трансляции телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт». Ну а для самых маленьких собраны не только собственные мультфильмы главного телеканала республики, но и российская анимация с якутским переводом. Кроме этого, с помощью приложения пользователи смогут задавать вопросы и становиться участниками телевизионных программ. Для этого необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Для регистрации нужно ввести номер телефона, смс-код, который приходит. Это дает такие преимущества, как возможность сохранять новости или музыку, которая будет у вас постоянно в закладках, и также возможность комментировать прямые эфиры. Но и это еще не все. Теперь в приложении можно посмотреть прогноз погоды и гороскоп, и даже подать объявление. Более того, на этом разработчики также не планируют останавливаться. Уже в ближайшее время функционал приложения будет расширяться. В дальнейшем мы планируем разрабатывать новые обновления, так как у нас уже есть некоторые контракты с НВК «Саха». И, соответственно, там будут дополнительно введены новые функции, о которых вы узнаете в будущем. Да, но я могу сказать то, что это мобильное приложение будет стриминговым сервисом, который будет заключать в себе весь уникальный якутский контент, который у нас есть. Скачать приложение можно в любом магазине приложений или через QR-код, который вы видите на своих экранах. Мария Кардашевская, Татьяна Филиппова, Илья Сыромятников, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.